Семья Каневых большая, дружная. Супруги 16 лет вместе. Муж – кормилец. Афат воспитывает детей. Самому маленькому, Дамиру, 2 года. Я учусь в 8 классе, перешел в 9. Больше всего занимаюсь футболом, хожу в зал. Так, с семьей. Мы обычно играем, вечером, когда уже все дома, когда папа привез с работы, в лото поиграем. На рыбалку с папой езжу, на охоту. Папа с мамой тоже ездят туда, на поле. Квартиру в двухэтажке в Выльгарте купили 12 лет назад. Александр брал кредит. Работал в 3 местах, чтобы досрочно выплатить. Но сколько ни делали ремонт, кажется, он будет вечный. За водой ходят почти километр. Ни канализации, ни отопления. Спасают обогреватели, но за электричество зимой накручивается до 10 тысяч рублей. Даже ночью спишь, дом шатается. И просто опасно, Фундамент наполовину у нас в доме вообще уже нету. Мы это все уже фиксировали, приходили, проверяли все, что уже, сказали, что он непригоден для жилья. Предоставляли общежитие, чтобы нам временно, у нас так много, 6 человек, мы как можем в общежитие, в одну комнату, 18 квадратов нам сказали. В прошлом году деревяшку официально признали аварийной. Выдали бумагу, но о сроках переселения ни слова. Тем временем постройка продолжает ветшать, а коммунальщики как будто забыли о ее существовании. Печи развалились, выгребные ямы переполнены. В квартире запах, невыносимо дышать, понимаете? Все это течет, дети гуляют. А когда жарко, мух сколько, форточку нельзя открыть. Хоть и дома душно. Вот так и живем. Многодетной семье дали участок под строительство. Дороги, правда, нет. Уже поставили баню, залили фундамент дома. Планы семья настроила самые радужные. Никто не ожидал, что случится несчастье. Глава семейства с братом отправились на рыбалку в родной Ижемский район, и уже почти месяц о них нет вестей. Это произошло на реке недалеко от деревни Диюр. Рыбаков искали спасатели, жители окрестных деревень, жены и родители. Откликнулись даже пилоты-частники с Нарьян-Мара. Всем миром собирали деньги, чтобы оплатить расходы на топливо. Родственники до сих пор продолжают поиски. Верят, если что-то и случилось, то мужчинам удалось выжить. Я надеюсь, что они в лесу все-таки, потому что, я не могу по-другому надеяться, потому что все-таки он нужен нам дома, живой и здоровый. Ладно, Бог с ним не здоровый, главное, чтобы живой был, как говорится. Чтобы он вернулся к своим детям, он очень нужен и мне, и детям, потому что все-таки папа должен быть у детей. Но дети тоже ждут, они каждый день ждут. Карина говорит, мама, я папу каждый день вижу во сне, что папа к нам придет, и папа вернется. Я говорю, конечно, вернется. Сейчас Афат получает выплату на содержание Дамира до 3 лет и по 400 рублей за остальных детей. На это и живут. Все накопленные сбережения ушли на спасательную операцию. Друзья, с которыми Александр планировал строить дом, обещают довести дело до конца, но одним им не справиться. Семье с 4 детьми можно помочь строительными материалами или финансово. Реквизиты и контакты для связи вы видите на своих экранах. В трудной ситуации может оказаться любой. Важно не оставаться в стороне и протянуть руку помощи. Константин Куратов, Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.